Так, добрый день, уважаемые жители Нюрбинского района. Информирую ситуацию по району по коронавирусной инфекции COVID-19. Так как вы знаете, вчера у нас поступило всего 27 новых положительных результатов COVID-19. Из них 26 это в городе Нюрба и один в населенном пункте села Киров. На сегодня тоже поступило еще 7 положительных результатов COVID-19. Из них в городе Нюрба 3, село Кюндядя 3 и село Антоновка 1. За 2 дня получается у нас 34 положительных COVID-19. Это с начала пандемии не было таких положительных результатов COVID-19, такой вспышки. Ситуация по коронавирусной инфекции у нас усугубилась. В настоящее время всего 66 больных и 1 вирусоноситель зарегистрированы в следующих населенных пунктах. С лабораторно подтвержденной COVID-19 46, из них 2 детей. Это город Нюрба 37 человек, 11 находятся в ковидном отделении, 26 на амбулаторном лечении. В селе Антоновка 4 больных, 3 находятся на амбулаторном лечении и 1 в ковидном отделении. В селе Кюндядя 4, 3 на амбулаторном лечении и 1 в ковидном отделении. Село Киров 1 больной находится в ковидном отделении. Лабораторно неподтвержденный COVID-19 это 20 человек, в городе Нюрба 17, 2 находятся в городе Якутске, 1 в ковидном отделении, 3 в провизорном отделении и 11 амбулаторно проходят лечение. И в селе Антоновка 3 больных находятся в провизорном отделении. Как вы видите, основное количество больных у нас находится в городе Нюрба, в селе Антоновка, село Кюндядя, и вот в последнее время 1 больной выявлен в селе Киров. Вирусоноситель у нас находится в городе Нюрба, а сейчас находится на амбулаторном лечении. Сегодня прошло очередное экстренное совещание оперативного штаба Нюрбинского района по коронавирусной инфекции. По итогам совещания приняты следующие решения. Принято решение школы города Нюрба, Октябрьского и Кундядинского наслегов, села Киров перевести на дистанционное обучение с завтрашнего дня на 14 дней, до 14 октября включительно. Второе. Детские сады города Нюрба, сел Антоновка, Киров, Кюндядя переводятся на 2-ю модель, будут работать только дежурные группы с обязательным условием соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований. Третье. Работа кинотеатра «Юнион», музеев, концертных организаций, Нюрбинского государственного драматического театра, детского реабилитационного центра для детей-инвалидов, спортивных и детских площадок, скверов и парков приостанавливается до 14 октября. Во всех учреждениях и организациях, независимо от организационно-правовой формы, включая предприятия торговли, общепита, парикмахерских, салонов красоты, поручено ввести обязательную термометрию при входе, не допускать посещения граждан с повышенной температурой, проведение ежедневной дезинфекции и проветривания, воскресной генеральной дезинфекции и полной обработки сухим туманом в месяц 1 раз. В случае выявления у работников положительного результата анализов на COVID-19 переходить на дистанционную форму работы, организовать прием корреспонденции бесконтактным способом, соблюдением режима дезинфекции и проводить прием только через видеосвязь, прием населения.
Указом главы Республики Саха-Якутия режим повышенной готовности на территории Якутии продлен по 30 октября. Открытие учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки перенесено на 1 ноября. Таким образом, учащиеся школы искусств, воспитанники ДЮСШ, республиканского ДЮСШ, студенты ТЭ в течение октября продолжат дистанционное обучение. Также на заседании оперативного штаба поручено администрации города Нюрба организовать совместно с управляющими компаниями дезинфекционные мероприятия в многоквартирных домах, где проживают больные и контактные граждане. Районному управлению образования надлежит провести внутреннее расследование по факту выявления положительного результата ковид в интернате Нюрбинского технического лицея. Органам местного самоуправления, административной комиссии Нюрбинского района и органам МВД по Нюрбинскому району доведено задание усилить рейдовые и профилактические мероприятия. Оперативным штабом будет организовано ежедневное информирование населения об эпидемиологической ситуации. Также глава района поручил изучить и внести предложение о возможности закрытия межмуниципальных дорог. Уважаемые жители Нюрбинского района, основные причины заражения больных коронавирусной инфекцией, как вы знаете, это завозные. Внутрисемейный контакт, корпоративный контакт и есть контакт от целителя, который приезжал в сентябре месяце с 9 по 13 сентября в город Нюрба. Оперативным штабом по коронавирусной инфекции Нюрбинского района почти ежедневно мониторим состояние обеспечения лекарств в аптеках Нюрбинского района. Но на сегодня, конечно, в наличии в аптеках противовирусного препарата Альбедол нет. Аптека 11 ожидает поступления в начале следующей недели. Но основная причина введена маркировка на этот препарат, поэтому мы надеемся, что маркировка закончится в октябре, в середине октября месяца текущего года. Заменяющим препаратом в основном противовирусный препарат Новозид в наличии в аптеках есть, поэтому, уважаемые жители Нюрбинского района, просим по рекомендации врачей Нюрбинской ЦРБ принимать заменяющие препараты по рекомендации, по рецепту врачей Нюрбинской центральной районной больницы. Административной комиссией по поручению оперативного штаба Нюрбинского района совместно с муниципальным образованием город Нюрба, Центром поддержки предпринимательства ежедневно 2 раза в неделю проводятся рейды по торговым точкам. Со вчерашнего дня дано поручение практически 3 раза в неделю проводить такие рейды с участием представителей органов местного самоуправления в составе рабочей группы. На этой неделе проверено 11 торговых точек. Также организованы выезды по организациям города Нюрба по проверке наличия рециркуляторов, наличия дезинфицирующих средств, проведения утренней термометрии, соблюдения масочно-перчаточного режима. Такие требования, рекомендации мы поставили перед администрациями поселений, также перед руководителями организаций предприятий нашего района. МВД России по Нюрбинскому району проводится контроль соблюдения режима самоизоляции контактных лиц. Всего на контроле находится 50 человек. Нарушение режима на сегодня не выявлено. Уважаемые жители Нюрбинского района, еще раз подчеркиваем, что ситуация по коронавирусной инфекции в Нюрбинском районе усугубилась. Поэтому еще раз призываем уважаемых наших нюрбинцев, дорогих жителей Нюрбинского района, соблюдать перчаточный, масочный режим, соблюдать
социальное дистанцирование, проводить дезинфицирующие средства, носите обязательно маски, перчатки на работе, в общественных местах, транспорте, магазинах, торговых зданиях, при общении с другими людьми. Не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего, как вы знаете, вирус попадает в органы через слизистую оболочку. Соблюдайте еще раз социальное дистанцирование. Режим самоизоляции обязателен для наших пожилых граждан, для людей с хроническими заболеваниями. Мы также дали рекомендации руководителям организаций, предприятий организовать удаленную форму работы для работников тех учреждений, трудовых коллективов. Избегайте ненужных поездок и не ходите в места массового скопления людей. Без особой необходимости не передвигайтесь по району, не выезжайте за пределы района. Симптомы и признаки коронавируса у человека встречаются чаще у пациентов с ОРВИ или с гриппом. Это высокая температура, затрудненное дыхание, чихание, кашель, заложенность носа, боли в мышцах и в груди, головная боль и слабость, возможно, тошнота, рвота и диарея. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения COVID-19. Оставайтесь дома и обратитесь к врачу. Если вы контактировали с заразившимся COVID-19, вернулись из страны, где идет вспышка болезни, вернулись из других районов, из города Якутска, если у вас повышенная температура, кашель и одышка, только внимательным, бережным и ответственным отношением к своему здоровью, здоровью пожилых родителей, пожилых близких, к детям, можем приостановить дальнейшее распространение опасной инфекции в Нюрбинском районе. Спасибо за внимание.